В 24 году министр иностранных дел Турции Фидан во время визита в уйгурскую автономию публично назвал Урумчи и Кашгар древними исламскими городами, что вызвало бурные обсуждения в интернете. Это уже не первый раз, когда Турция выступает с противоречивыми заявлениями об уйгурской автономии. Турция находится за тысячи километров от уйгурской автономии, но почему же Турцию так сильно озаботили уйгуры? И почему Турция все еще самонадеянно считает себя старшим братом? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вернемся на 200 лет назад во времена Якуббека. Именно та история сформировала сегодняшнее представление Турции о неком покровительстве уйгурскому народу. В то время западные державы во главе с Англией и Россией начали безудержно ввозить опиум по всему Китаю, включая Восточный Туркестан. По неполным данным, только за 1840 год объем опиума, изъятого в Кашгаре, Яркенде, Кучере и других городах, составил более 200 тысяч единиц. Опиумная чума распространилась практически по всему Тяньшаню. Уйгуры начали борьбу против цинского Китая. Только за период с 1854 по 1863 год, за 9 лет, в Восточном Туркестане произошло 11 восстаний. В 1864 году борьба против цинского Китая достигла своего пика. Началось знаменитое Кашгарское восстание. Всего за несколько месяцев были освобождены от цинской власти ключевые уйгурские города — Кашгар, Яркент, Хатан, Кучер и другие. По мере роста восстаний руководство вооруженными отрядами перешло в руки религиозных лидеров, что изменило характер этих стихийных восстаний. Уйгуры стали требовать полного отделения от цинского Китая. Внешние силы воспользовались моментом и вмешались в Восточный Туркестан. Основными игроками этой геополитической большой игры были две империи — британская и российская. Именно Россия дала колониальное название «Восточный Туркестан», а Среднюю Азию Россия называла «Русский» или «Западный Туркестан». В то время Россия уже приступила к колонизации Средней Азии и вела войну с Каканским ханством. Якуб-бек был родом из Каканского ханства. В то время Каканское ханство еще оставалось независимым государством, но уже проигрывавшее войну с Российской империей. Итак, во время Кашгарского восстания некий Садык-бек, киргиз попытался захватить власть в Кашгаре, но столкнулся с сильным сопротивлением уйгурского населения. Садык-бек отправил гонцов в Каканское ханство с приглашением вернуть в Восточный Туркестан уйгурского хаджу Бузрук-хана, потомка Апак-ходжи, надеясь использовать его как марионетку. В то время Каканским ханством фактически управлял киргиз Алимкул, используя как марионетку султан Саид-хана. Бузрук-хан, как потомок легендарного уйгурского лидера Апак-ходжи, пользовался безусловным авторитетом у уйгуров. Его правой рукой и стал Якуб-бек, командующий войсками. В январе 1865 года Якуб-бек, сопровождая Бузрук-хаджу, пересек границу с войсками, войдя в Восточный Туркестан, разгромил Садык-хана и захватил власть в Кашгаре. Это время Ташкент пал под натиском царской России, и несколько тысяч военных и гражданских чиновников Каканского ханства бежали в Восточный Туркестан. Якуб-бек собрал их под свои знамена и, отвоевав к 1872 году у цинского Китая почти всю территорию современного Синьцзяна, за исключением Кумульского ханства, некоторых районов Алтая и Илийского края, основал ханство Ятишар, что означало 7 городов Уйгурского края. Себя он провозгласил Аталык-Гази-Бадаулет, то есть защитник веры и счастливый правитель. Происхождение Якуб-бека неясно и сведения очень противоречивы. В любом случае, Якуб-бека в Восточном Туркестане никто не считал иностранным правителем, он говорил с уйгурами Кашгара на одном языке, что подтверждает, население Восточного Туркестана и Каканского ханства в то время являлось одним народом, который позже русские разделили на уйгуров и узбеков. И вот в условиях большой игры мировых империй Якуб-бек принял стратегию дружбы с дальними и войны с ближними. С одной стороны, он продолжал вытеснять китайские войска с Восточного Туркестана, а с другой — искал международную поддержку. И вскоре 3 империи поддержали Якуб-бека. Это были царская Россия, Англия и Турция. То, что царская Россия, завоевав Западный Туркестан, пойдет и в Восточный Туркестан, ни у кого не вызывало сомнений. А вот Турция, или точнее, Османская империя, всегда была естественным врагом Российской империи. Линия противостояния этих двух империй простиралась от Балкан и Крыма до Центральной Азии. При этом Турция издавна имела культурную связь с исламскими ханствами Центральной Азии.
Правители этих ханств при вступлении на престол искали признания Османской империи, чтобы тем самым проявить свое уважение к турецкому султану как лидеру исламского мира. И Якуб-бек поступил именно так. Он отправлял специальных послов в Стамбул, например, Сиид Якуб хана Тура из Ташкента, уважаемого представителя сиидов, потомков пророка, чтобы присягнуть османскому халифу и признать его своим сюзереном. В 1872 году он направил письмо султану Абдул-Азизу. «Как покорный слуга и смиренный служитель халифа, я счастлив услышать добрую весть о восшествии вашего величества на престол. Мусульмане Кашгара также празднуют это радостное событие». Султан Абдул-Азиз даровал ему титулы эмир и Аталык-Гази «защитник веры». Это было очень престижно, фактически признание его как мусульманского правителя под духовным покровительством халифа. В Кашгаре стали поднимать османский флаг, читать хутбу, пятничную проповедь, с именем султана и чеканить монеты с его титулами. С тех пор Турция стала считать себя старшим братом по отношению к уйгурскому народу. Но все стало меняться в начале XX века. Эти изменения во многом были сформированы открытиями доисламского прошлого и исторического наследия уйгуров, сделанными русскими и западными учеными на рубеже XX века, которая восстановила историю и гордость забытого уйгурского прошлого, уйгурский исторический золотой век, как основу всех тюркоязычных народов, давно утраченного из-за радикальной исламизации региона. Блестящая древняя цивилизация, созданная чистой, изначальной идентичностью уйгуров уйгурского каганата и турфанского эдикутства, до того, как они были стерты насильственной исламизацией. Прославление уйгуров стало неотъемлемой частью позднего османского тюркизма и туранизма, который утверждал, что уйгуры, которые жили в городах, были естественно более продвинутыми, чем примитивные и кочевые тюрки или бедуины, которые были пастухами. В то время турецкая элита хотела стать частью уйгуров и уйгурской истории, а не наоборот. Поэтому в новом чисто турецком лексиконе Ататюрка название «уйгур» было принято как слово «уйгар», означающее «цивилизованный», заменив арабское «мадани». В течение предыдущих 2000 лет то огромное наследие, которое уйгурская цивилизация, возникшая в монгольских степях и обогатившаяся древними цивилизациями Турфана, Хатана и Кашгара, оказала на Центральную Азию, монголов и Китай, невозможно переоценить. Но вернемся к визиту министра и других эмиссаров современной Турции в уйгурскую автономию. Причина такого внимания к тюркским народам неразрывно связана с распространением пантюркизма в самой Турции. В нынешнем самовосприятии Турции ее предки и тюрки имеют общее историческое происхождение. При этом османские турки, будучи самым молодым тюркоязычным народом, непропорционально возомнили себя старшим братом по отношению к остальным тюркам. Поэтому, основываясь на этом ложном самомнении, Турция полагает, что они и уйгуры не только происходят от одних корней, но и что более молодой турецкий народ может претендовать на роль старшего брата древнему уйгурскому народу. А то, что когда-то Якуб-бек признал Турцию своей метрополией, еще больше укрепило их в этом мнении. Так что причина, по которой Турция сегодня так озабочена делами уйгурской автономии, в конечном счете заключается в ее ностальгии по Османской империи. Но если в средние века Османская империя действительно была процветающей и богатой страной, то сегодня взглядом из футуристического богатеющего Урумчи или древнего Кашгара, беднеющая Турция – одна из далеких и не самая развитая страна с собственными неразрешимыми проблемами. А возрожденный уйгурский народ уже не нуждается в Турции как старшем брате. Якуб-бек остался в истории.